Александра Крылова, главный судья соревнований Николай Николаев, судья международной категории Москва, заместитель главного судьи Салтан Засеев, судья международной категории город Пермь, главный секретарь Владимир Таковкин, судья всероссийской категории город Якутск. Сейчас вокруг ковра утешительные поединки. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Ян Васильев, Дархан Игнатьев, представители команды Саха Якутия. На ковре утешительные поединки весовой категории до 57 килограммов приглашаются Петр Адамов, Аял Белорусский, Республика Саха Якутия. На ковре утешительный поединок весовой категории до 57 килограммов. Поединок идут в красном трико Петр Адамов. Представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 20 лет, кандидат мастера спорта. Победитель Олимпийского Восточного федерального округа является студентом училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Кудрявцева, тренер Иванов Петров. Его соперник представитель команды Республики Саха-Якутия Аян Белорусский. Аяну 23 года, кандидат мастера спорта. Победитель Восточного федерального округа 2023 года. Тренируется в республиканском центре спортивной подготовки сборной команд Республики Саха-Якутия. Тренер Яковлев, Капитонов, Белорусский. На ковре утешительный поединок идут в красном трико. Ян Васильев, спортсмену 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Кудрявцева, тренер Синцев Румянцев. Его соперник в синем трико Дархан Игнатьев, спортсмену 22 года, кандидат мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Москва, тренер Ломаров, Захаров и Устроев. Ковер А.
На ковре А победил Дархан Игнатьев. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Алексей Лепин, Эдуард Попов, представители команды Саха-Якутия. Эдуард Попов, ковер А. Эдуард Попов, ковер А. Ввиду неявки спортсмена Алексея Лепина победу присуждается Эдуарду Попову. На ковре А утешительный поединок весовой категории до 65 килограммов приглашается Петр Гоголев, Саха-Якутия, Эзир Тюлюш, Тыва. В это время победу одержал Аял Латинский, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются танцевать весовой категории до 61 килограмма. Чешин Степень, Республика Тыва, Федор Константинов, Республика Саха-Якутия.
студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его закрепил синим книгу представитель команды Тырвы Эзир Тюлюш, спортсмену 27 лет. Эзир Тюлюш – мастер спорта, обладатель гран-при Иван Григорьев 2021 года. Победитель, чемпион Сибирского федерального округа 2021 года, бронзовый призер Сибирского федерального округа 2023 года и бронзовый призер международных соревнований памяти Ольгина. Дата время. Утешители появились свой круг до 61 килограмма минут. Остатки округ Республика Тыва. Спортсмен 23 года, кандидат мастера спорта. Серебряный призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Республики Тыва. Тренеры РТДА его соперник Синельников, представитель команды Республики Саха-Якутия, Федор Константинов, Петру 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, лидеры Иванов, Никифоров, Яков, ковер На ковре численный побед одержал Эзир Тюлюш. Приглашаются списывать категории до 79 килограммов. Третий круг. Ведут Муер Кочурьян, Приморский край, Никита Сачков, Красноярский край.
Победу одержал Кешев Селен, Республика Беларусь. На ковер Ц приглашается Константин Капранов, Республика Сахара-Якутия. На ковер приглашается Константин Капранов, Республика Сахара-Якутия. Ввиду травмы соперника, на время победа присуждается Константину Капранову, Республика Сахара-Якутия. На ковер третий круг весовой категории до 79 килограммов приглашаются Артур Говоров, Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. На ковре весовой категории до 79 килограммов третий круг идут красный трико Артур Говоров, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Студент Северо-Восточного федерального университета Максима Кировича Носова, тренер Крылов. Его соперник в синих трикотах представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Ленский. Андриану 22 года, мастер спорта России, серебряный призер Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета Максима Кировича Носова, тренеры Сивцев, Ковер.
договоре А победу одержал Никита Сычков, Красноярский край. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Пятый круг. Сафронов, Александр Винокуров. Представители команды Саха-Якутия. Чистую победу держал Сафронов, Саха-Якутия. Данное время утешительный поединок весовой категории до 79 килограммов ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Артур Говоров, в синем Андриан Ленский. Данное честью техническую победу одержал Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. До ковер приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, Кирилл Эрфитуев, Республика Бурятия. Пятый круг весовой категории до 92 килограммов.
КВБ пятый круг свой категории 92 килограммов. Идут в красном трико Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия. Спортсмен 25 лет, мастер спорта России. Чемпион Восточного федерального округа 2023 года. Серебряный призер международных соревнований Алия Алиева 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва имени Сайтиева города Красноярска. Тренеры Белоковский, Иванов. Его соперник Синев, представитель команды Республики Бурятия. Кирилл Эльфитуев. Кириллу 20 лет, кандидат мастера спорта. Победитель первенства Республики Бурятия. Серебряный призер Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Дмитрий Болтаев, Баир Эльфитуев. Послушайте информацию. Все финальные поединки пройдут на ковре «Б». Все финальные поединки пройдут на ковре «Б». Пятый круг весовой категории до 92 килограммов идут в красном трико Максим Толмачев, Красноярский край, Республика Саха-Якутия. В синем трико Кирилл Эльфитуев, Республика Бурятия. Vale.
Дата время. Весовой категории 90 килограммов победу одержал Кирилл Эльфитуев, Республика Бурятия. Уважаемые любители вольной борьбы, для вас песня на слова и мелодию Руслана Платонова. Песня посвящена Александру Владимировичу Крылову. Эрик Петров приехал на ИПТ.
Еще раз добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы. На центральном КВ начинаются финальные поединки всероссийского соревнования по спортивной борьбе среди мужчин памяти Александра Владимировича Крылова. Приглашаются поединок за третье место. Дархан Игнатьев, Уйгулан Иванов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов. Итак, во время поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов ведут красный трико Дархан Игнатьев. Спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Восточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Асмусова, лидеры Макаров, Захаров, Неустроев. Его соседник Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Филиппов Дмитрий. Поединок за третье место. Поединок за третье место весовой категории 57 килограммов. Ведут представители команды Республики Саха-Якутия. Дархан Игнатьев, Уйгулан Иванов.
Весовой категории 57 килограммов победа одержал Милан Манов из Республики Казахстан, и становится бронзовым призером соревнований. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба за третье место. Аян Белорусский, Любомир Ашей, представители команды Саха Якутия. Борьбу за третье место весовой категории до 57 килограммов ведут представители команды Саха Якутия. Спортсменам по 23 года в красном трико Аян Белорусский. Победитель Дальнего Востока, тренеры Яковлев, Капитонов, Белорусский, кандидат мастера спорта. Его соперник в синем трико Любомир Ашей, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Чурачинского государственного института физической культуры и спорта, тренируется под руководством Макарова, Захарова, Савина. Борьбу за третье место весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Аян Белорусский. Его соперник Любомир Ашей.
Победил Аян Белолюбский. Ты что делаешь? Ну так помолчи, потом разговаривай. Победу одержал Аян Белолюбский, бронзовый призер весовой категории до 57 килограммов. Договариваем поединок за первое место весовой категории 57 килограммов. Приглашается Петр Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Петр Копылов, Республика Саха-Якутия. Ввиду травмы соперника победа присуждается Петру Копылову, Республика Саха-Якутия, и он становится обладателем золотой медали весовой категории 57 килограммов. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Борьба за третье место. Кежин Цеден, Тыва, Артур Чебадаев, Красноярск. Попов, Иванов, Попов. Ты говоришь, сбоку, а мы барон. На ковер приглашаются Эдуард Попов, Михаил Иванов, представители команды Саха-Якутия. Thank you.
Уважаемые любители вольной борьбы, сегодня свой день рождения отмечает Федор Петрович Юшанов, начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России. Нашими бурными аплодисментами отправим ему наши горячие поздравления. Пожелаем ему крепкого здоровья, благополучия. И следует сегодня отметить его огромный вклад в развитие вольной борьбы не только в Республике Саха-Якутия, но и в России. Борьбу за третье место в весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Эдуард Маков. Спортсмену 17 лет. Является бронзовым победителем первенства Республики Саха-Якутия. Представляет Чуракчинский государственный институт физической культуры и спорта. Тренеры Макаров Афанасий. Имеет первый спортивный разряд. Его соперник в синем трико Михаил Иванов. Спортсмену 23 года. Кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Тренеры Константинов, Сивцев.
Челлендж ковер 10 значит с ковра, 4 балла за красный, синему. Челлендж проиграл, еще балл синему. Победу одержал Михаил Иванов. Бронзовый призер весовой категории до 61 килограмма. Итак, на табле Б поединок за третье место весовая категория 61 килограммов. Приглашаются Чежик Седет, Республика Тыва, Артур Чебадаев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Хакасия. В табле Б весовой категории до 61 килограмма поединок за третье место ведут в красном трико Чежик Седет, Республика Тыва. Спортсмены 23 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер Сибирского федерального округа, тренируются в спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Эрдине Мадер Канкак, Бенгейт Мортуйо. Его соперник в синем трико, представитель команды Красноярского края, параллельный зачет Республика Хакасия, Артур Чебадаев. Артуру 24 года, мастер спорта международного класса. Бронзовый призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе города Красноярска. Тренеры Кольчуков, Кудрявцев, Лебедев. Поединок за третье место весовая категория 61 килограмм.
Поединок за третье место, весовая категория 61 килограммов. Ведут красный трико Кежик СД, Республика Тыва. В синем Артур Чебадаев, Красноярский край, Республика Хакасия. Мастер спорта международного класса.
Челлендж ковер действия без оценки. 1 балл еще синему. Челлендж проигран. В весовой категории до 61 килограмма победу одержал Артур Чемодаев, Красноярский край. Параллельный чемпион спорта Хакасия, и он становится обладателем бронзовой медали. Итак, борьба за первое место в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Александр Авелов, Саха-Якутия, Кежик-Монгуш, Иркутская область. На ковре Б технический перерыв. На телевидении реклама, поэтому на ковре технический перерыв. Реклама на 2 минуты. 2 минуты, ну кто-то пусть, да? Саш. Симита. 2 минуты. 2 минуты реклама. К сведению спортсменов, перерыв на 2 минуты. Итак, борьба за первое место в весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Александр Авелов, Саха-Якутия, Кежик-Монгуш, Иркутская область. Руководитель ковра Виктория Барашкова, арбитр Вячеслав Кривошапкин, боковой судья Алексей Гоголев. Итак, борьба за первое место в красном трико. Представитель команды Саха-Якутия, 23-летний Александр Авелов. Победитель всероссийских соревнований, международных соревнований 2022 года, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренеры Яковлев, Капитонов, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико Кежик-Монгуш, Иркутская область, спортсмену 24 года, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года. Тренеры Айдаш Самдан, Руслан Баракшов.
Красный фон.
Победил Кежин Монгуш, Иркутская область. Чемпион весовой категории до 61 килограмма. Поединок за третье место, весовая категория 65 килограммов. Приглашается Эзир Тюлюш, Республика Тыва. Поединок за третье место. В весовой категории до 65 килограммов ввиду травмы соперника победа присуждается Эзиру Тюлюш, Республика Тыва, и он становится бронзовым призером соревнований. На ковер приглашается борьба за третье место весовой категории до 65 килограммов. Максим Шаркоев, Иркутская область. Николай Бар, Саха, Якутия. Мне сегодня не хотел руки поднимать, что ли. Борьбу за третье место весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Максим Шаркоев, Иркутская область. 19 лет. Тренеры Баракшонов, Балтуев, Жирбан. Кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико, представитель команды Саха Якутия, Николай Бар. Призер первенства Республики Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Тренируется под руководством Германа Антонова. Чисто техническую победу одержал Николай Бар, Саха, Якутия. Чемпион весовой категории. Бронзовый призер
65 килограммов. Итак, поединок за первое место в весовой категории 65 килограммов приглашаются Кежи Чемба, Красноярский край, Челусхан Платонов, Республика Саха-Якутия. Соня. Пойдем. Данную встречу обслуживает Хабра Вячеслав Кривошапкин, город Иркутск, судья всероссийской категории, арбитр Степан Константинов, Республика Саха-Якутия, боковой судья Афанасий Пантимов, Республика Саха-Якутия. Поединок за первое место в категории 65 килограммов ведут в красном трико мастер спорта России Кежи Чемба. Спортсмен 27 лет, участник чемпионата России 2022 года, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва «Алим», тренер Сычков, Лебедев, Куркучук. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Челусхан Платонов, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Восточного федерального округа 2023 года, является студентом Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аносова, тренеры Игнатьев, Данилов. Поединок за первое место. Поединок за первое место в весовой категории 65 килограммов ведут в красном трико Кежи Чемба,
Красноярский край, параллельный зачет Республика Тыва. В синем трико Джулусхан Платонов, Республика Саха, Якутия. Весовая категория 65 килограммов. Весовой категории 65 килограммов. Победу одержал Кежик Чемпак, Красноярский край, параллельный Республика Тыва. И становится победителем всероссийских соревнований весовой категории 65 килограммов. На ковре спортсмены весовой категории до 70 килограммов. Борьба за третье место. Приглашается Григорий Осипов, Саха-Якутия, Санта-Гармая, Бурятия.
спортсмену 18 лет. Представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Имеет первый спортивный разряд тренера Уваров Дмитриев. Его соперник в синем трико 21-летний Самдат Гармаев. Бурятия, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Тренеры Соломон Ратнаев, Сергей Захиянов. Чисто техническую победу одержал Самдан Гармаев, Бурятия. Бронзовый призер весовой категории до 70 килограммов. Весовой категории до 70 килограммов. Поединок за третье место приглашаются Константин Копрунов, Республика Саха-Якутия, и Игорь Укоев, Республика Бурятия. На КВБ объявляется перерыв в связи с рекламой на телевидении. Ведется прямая трансляция. Продолжительность перерыва 2 минуты 30 секунд.
ковер приглашается борцы весовой категории 70 килограммов. Поединок за третье место. Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия, Игорь Укоев, Республика Бурятия. Поединок за третье место. Весовая категория 70 килограммов. Красный трикол Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 24 года. Кандидат в мастера спорта, бронзовый дивизион международных соревнований Ивана Якутина, 2023 года. Победитель международных соревнований Майкл Олтон, 2023 года. Тренируется Республики Саха-Якутия. Тренер Пономарев Устроев. Константин Капрунов является капитаном сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Его соперник синий трико Игорь Укоев, является Бурятия, спортсмену 21 год. Мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10 Республики Бурятия. Тренеры Константин Ханкалов, Виктор Пайдеев, Валерий Малов. Поединок за третье место весовая категория 70 килограммов. Весовой категории 70 килограммов. Поединок за третье место ведут красным трикол Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия, синим Игорь Укоев, Республика Бурятия. По итогам первого периода счет 8-0 в пользу Константина Капрунова.
Остается минута 30 до конца поединка. Счет 8-4. Такой ведет Константин Капрунов из Москвы. Весовой категории до 70 килограммов. Победу одержал Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером соревнований. Борьба за первое место весовой категории до 70 килограммов. Приглашается Сергей Якимов, Иркутская область. Саир Казаревич, Тыва. Руководитель КПК Сергей Семенов, арбитр Виктория Барашка, боковой судья Сергей Семенов. Борьбу за первое место ведут Сергей Якимов, Иркутск, спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта. Победил мастер спорта международного класса Саир Казаревич, Тыва. В весовой категории до 74 килограммов начинается поединок за третье место. Приглашаются Дмитрий Табаев, Приморский край, и Дмитрий Бабаранов, Республика Саха-Якутия.
На ковер приглашается Дмитрий Кабаев, Приморский край. Итак, поединок за третье место весовой категории 74 килограмма идут в красном трико представитель команды Приморского края Дмитрий Кабаев, спортсмену 32 года, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе «Богатырь», тренер Юрий Галичев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, 19-летний Иннокентий Бабаранов, имеет первый спортивный разряд, студент училища колледжа Олимпийского резерва имени Романа Жановича Дмитриева, тренеры Узанов, Олесов, Бурнашов. Поединок за третье место. В весовой категории до 74 килограммов чистую победу на душе одержал Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером соревнований. На ковер приглашается Рамазан
Иркутская область. Борьбу за третье место ведут спортсмены весовой категории до 74 килограммов. В красном трико представитель команды Красноярской школы борьбы Рамазан Якубов, мастер спорта. Бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа представляет спортивную школу олимпийского имени Зайдеева, тренер Алиев, Маноглов и Изриев. Его соперник в синем трико Павел Шишлаков. Павлу 23 года. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Сибирского федерального округа среди юниоров. Представляет школу Тамира имени Сахренова, тренер Баракшов. Борьба за третье место весовой категории до 74 килограммов. В красном трико Рамазан Якубов, в синем Павел Шишлаков. Рамазан Якубов представляет Красноярский край, Павел Шишлаков, Иркутскую область. Счет 6-0.
Победу одержал Рамазан Якубов, Красноярский край. Бронзовый призер. На ГВП является наш перерыв с продолжительностью 3 минуты 20 секунд.
Ковребы. Финальный поединок за первое место весовой категории 74 килограммов. Приглашаются Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия, Тумер Бадиев, Республика Бурятия. Данную встречу обслуживает руководитель КФУ Салтан Досиев, судья всероссийской международной категории город Пермь, арбитр Афанасий Ахмедов, Республика Саха-Якутия, боковой судья Виктория Барашкова, город Иркутск, судья всероссийской категории. Поединок за первое место ведут с красным триком Айсен Потапов, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры Захаров, Константинов, Крылов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Тумер Бадиев, спортсмен 21 год, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Киевского университета. Тренеры Вадим Федиков, Нумай Маев, Эрден Дмитриев. Поединок за первое место весовой категории 74 килограмма ведут в красном трико Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия, синий трико Тумер Бадиев, Республика Бурятия.
В весовой категории до 74 килограммов победу одержал Умер Талиев, Республика Бурятия, и становится обладателем золотой медали весовой категории до 74 килограммов. На ковер. Борьба за третье место весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Буявтон Шатапов, Бурятия. Буявтон Шатапов. Ведущий спортсмены победа присуждается Буявтон Шатапову, Бурятия. Бронзовый призер весовой категории до 86 килограммов. На ковре поединок за третье место весовой категории до 86 килограммов приглашаются Джолсудан Калачев, Виталий Ефремов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковер приглашаются Джолсудан Калачев, Виталий Ефремов, Республика Саха-Якутия. Поединок за третье место в весовой категории до 86 килограммов. Бугай не битись.
Чулустан Калачев, победитель Первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренер Сильцев Хедловский. Его соперник в синем трико Виталий Ефремов, спортсмену 18 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер Первенства Дальневосточного федерального округа, студент Чурачинского института физической культуры и спорта, тренер Захаров. Поединок за третье место, весовая категория 86 килограммов, ведут в красном трико Чулустан Калачев, в синем Виталий Ефремов. Представители команды Республики Саха-Якутия.
Весовой категории до 86 килограммов. Победу одержал Чулустан Калачев, Республика Саха-Якутия, становится обладателем бронзовой медали. Борьба за первое место весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Борьбу за первое место ведут спортсмены весовой категории до 86 килограммов. В красном трико 26-летний Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край, мастер спорта. Тренируется под руководством Овчинникова и Кудрявцева. Чемпион международных соревнований Байкал-23. Чемпион Сибирского федерального округа 2023 года. Его соперник в синем трико Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Спортсмену 23 года, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Напоминаем, что Дмитрий Зайнетдинов обладатель 1 миллиона рублей прошлогодних всероссийских соревнований памяти Александра Владимировича Крылова. И сегодня состоится розыгрыш 1 миллиона рублей среди победителей всех весовых категорий. Руководитель ковра Алексей Гоголев, арбитр Сергей Семенов, боковой судья Сергей Санников. Здрасте.
Дали. За первое место весовой категории до 86 килограммов. Победитель Дмитрий Занятинов. Посмотрим, может его повторно повезет насчет розыгрыша 1 миллиона рублей. Дмитрий Занятинов. Поединок за первое место в весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Хабаров, Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. Данную встречу окружил руководитель программы Светлана Шапкин, армия Виктория Тарашкова, поповодники Светлана Константинов.
Послушайте информацию. Победители, призеры просят срочно пройти на награждение. Победители, призеры просят пройти на награждение. Поединок за первое место в своей категории до 120 килограммов ведут красным триком Никита Хабаров, мастер спорта России, чемпион Восточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Некрасов, Иванов. Его соперник в синем трико Эдуард Максимов, спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренеры Уваров, Сивцев. Послушайте информацию. Призеры, победители всех весовых категорий. Просьба срочно пройти для выхода на награждение. После этого поединка начнется церемония награждения победителей и призеров. Церемония награждения начнется с весовой категории до 57 килограммов. Срочно просьба пройти для выхода на награждение. Призеры, победители всех весовых категорий. Срочно пройти.
Супер тяжелый вес 120 килограммов. Победу одержал Никита Сабаров, Республика Саха-Якутия. Его становится победителем второй категории. Все, спасибо. Николай Дмитриевич, готовы? Поехали, Выключи. А тут спецпредземелье. Написали спецпредземелье. Начинается церемония награждения победителей призеров весовой категории до 57 килограммов. Награждение производит Александр Николаевич Бугаев, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия.
муниципального района Айконский УЛУС. Третье место. Бронзовые призеры. Михаил Иванов, Артур Чеботаев. Михаил Иванов, команда Республики Саха-Якутия. Артур Чеботаев, Красноярский край. Параллельный зачет Хакасия. Обладателя бронзовой медали вручаются сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. Второе место. Серебряный призер Александр Авилов. Обладателю серебряной медали вручается сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Первое место. Победитель Кежин Онкуш, Иркутская область. Победителю вручается сертификат на сумму 70 тысяч рублей. Награждается рождением победителя. Тренеру вручается золотая медаль, диплом и сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 61 килограмма. Начинается церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 65 килограммов. Награждение производит Гаврил Николаевич Алексеев, генеральный директор ПАО «Якутскэнерго». За проведение с бронзовой медалью награждаются Эсик Тюлюш, Республика Тыва, Николай Апар, Республика Саха-Якутия. Обладателя бронзовой медали вручаются сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. За второе место серебряной медалью награждается Чулусман Тодотов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Кежин Шимпа, Республика Тыва. За подготовку победителя награждается тренер, получает золотая медаль, диплом и сертификат на сумму 20 тысяч рублей.
Поздравляем победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 70 килограммов. Награждение производит Прокопий Семенович Иванов, почетный гражданин Айнеконского района, лауреат премии имени Дмитрия Петровича Горкина, тренер Александра Крылова. Третье место. Бронзовые призеры. Сандан Гарабаев, Бурятия. Константин Добрунов, Саха, Якутия. А благодаря бронзовой медали получает сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Второе место. Серебряный призер Сергей Ефимов, Иркутская область. Обладателю серебряной медали получается сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Победитель. Первое место. Саид Казыр 2. Победителю вручается сертификат на сумму 70 тысяч рублей. Награждается тренер победителя, получает сертификат на сумму 20 тысяч рублей, золотая медаль и диплом. Поздравляю победителя и призера весовой категории до 70 килограммов. Начинается церемония награждения победителя, призеров весовой категории до 54 килограммов. Награждение происходит Саркулана Сергеевна Крылова, мама Александра Крылова. Третье место. Бронзовый призер Иннокентий Бабаран, Саха-Якутия, Павел Шишлаков, Иркутская область.
тренер победителя. Тренеру вручается золотая медаль, диплом и сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 74 килограмм. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 79 килограммов. Награждение происходит Афанасий Иванович Саволов, мастер спорта международного класса, друг Александра Владимировича Крылова. За третье место бронзовой медалью награждается Андрей Ленский, Республика Саха-Якутия. Обладателю бронзовой медали вручается сертификат на сумму 30 тысяч рублей. За второе место серебряной медалью награждается Герман Кочеян, Приморский край. Обладателю серебряной медали вручается сертификат на сумму 50 тысяч рублей. За первое место золотой медалью награждается Никита Сучков, Красноярский край. Обладателю золотой медали вручается сертификат на сумму 70 тысяч рублей. За подготовку победителя награждается тренер. Тренеру вручается золотая медаль, диплом, сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Поздравляем победителя призера весовой категории до 79 килограммов. Начинается церемония награждения победителей призеров весовой категории до 86 килограмм. Награждение происходит Руслан Михайлович Платон, председатель Федерации вольной борьбы города Якутска. Третье место. Бронзовый призер. Буянку Шатапов, Бурятия. Джулстан Калачев, Саха-Якутия. Обладателям бронзовой медали вручается сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Второе место. Серебряный призер. Эмилий Рамазан, Хабаровский край.
Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 86 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Награждение происходит директор Республиканского центра спортивной подготовки сборной команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За третье место бронзовой медалью награждается Сафрон Сафронов, Республика Саха-Якутия. За второе место с серебряной медалью награждается Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. За первое место с золотой медалью награждается Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет Республика Саха-Якутия. За подготовку победителя награждается тренер. Тренеру вручается золотая медаль, диплом и сертификат на сумму 20 000 рублей. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 92 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 97 килограммов. Награждение происходит Александр Савельевич Афанасьев, главный тренер сборной Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, семья Александра Владимировича Рыбова. За третье место бронзовой медалью награждается Айкал Уйгуров, Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Евгений Алонов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Никита Акуличев, Красноярский край. За подготовку победителя награждается тренер. Тренеру вручается диплом, золотая медаль и сертификат на сумму 20 000 рублей. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 97 килограммов.
килограммов. Награждается тренер, победителя тренера вручается золотая медаль, диплом и сертификат на сумму 20 000 рублей. Поздравляем тренера с подготовкой победителя весовой категории до 120 килограммов. Начинается церемония вручения специальных призов. Муниципальное образование Аймиконский УНУС награждает спортсмена Любомира Ашерина на сумму 100 000 рублей. Вручает Александр Александрович Иванов, исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймиконский УНУС. Приз от Дягилева жеребенок вручается Никите Мамонтову. Общество с ограниченной ответственностью Аймиконска Егоров Мирон Николаевич вручает жеребенок Алексею Репину. Алексей Репин получает приз жеребенок. Глава наследия Аймикон Васильев Павел Валентинович вручает сертификат. Сертификат вручает начальник управления спорта и по физической культуре Аймиконского УНУСа Сергей Олегович Егоров вручает сертификат на сумму 50 000 рублей Петру Абдулову. Поздравляем всех награжденных. Еще раз поздравляем с завершением всероссийского турнира по водной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. Теперь, уважаемые любители водной борьбы, наступает самый волнительный момент. Приглашаются все победители весовых категорий. Разыгрывается 1 000 000 рублей. Победители приглашаются на сцену. Просьба построиться по весовым категориям. Приглашаются Петр Попов, Кежик Мондуш, Кежик Чурбан, Саид Казырык, Тюмен Бакиев, Никита
Итак, приглашается Петр Попунов, он выбирает свой номер. Приглашается Кежин Богуш. Приглашается Кежин Шерба. Приглашается Саид Азырык. Приглашается Тюмен Вагиев, Никита Сучков, Дмитрий Зайнединов, Максим Толмачев, Никита Куличев, Никита Хабаров. Просьба построиться по порядку. Вы должны построиться по порядку, который выбрали. Слева направо. Построиться по порядку, который вы выбрали. Посмотрите, Дмитрий Зайнединов, он выбрал номер 1. И может сразу выбрать, пока не открываем данные. Мы открываем одновременно, там для вас шарики для Киндера. Киндер взяли вперед на руки. Потом одновременно все открывают. Дмитрий Зайнединов выбрал. Далее все победители выбирают по шарику. Не открываем. Не открываем. Шарик Киндера. И там только в одном есть надпись 1 миллион рублей. Итак, наступает волнительный момент. Начинаем обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ждем эмоций. Тюмень Вагиев, обладатель 1 миллиона рублей. Итак, дорогие друзья, организатор данного соревнования, близкий друг Александра Крылова, мастер спорта СССР Николай Акушинов, вручает 1 миллион рублей. Тюмень Вагиев, Республика Бурятия, обладатель 1 миллиона рублей. Памятная фотография. На этом всероссийские соревнования завершаются. Мы ждем всех борцов в будущем году. Всем желаем